людей на деревне не спрячешься, нет секретов в деревне у нас. На родине первого профессионального чувашского художника профессора Алексея Афанасьевича Кокеля. Дорогие друзья, дорогие односельчане, представители разных регионов Российской Федерации. Сегодня мы с вами собрались на очень трогательное с вами мероприятие. Мероприятие исключительной важности. Мероприятие это историческое. Мы находимся с вами около дома, где жил великий художник Алексей Афанасьевич Кокель. Здесь памятная доска. И сегодня мы открываем здесь памятник в честь великого художника, основоположника чувашского профессионального изобразительного искусства Алексею Афанасьевичу Кокелю. Давайте вместе хором пойдем и хором откроем вместе с вами. Жемран баганы с тем же раном, Шурала тиртуем черенре, Вартан амзан забере, Ялгажа чурдай ере. Я хочу поблагодарить Лев Пантелеймоновича, хочу ему выразить слова благодарности. Много он делает для просвещения чувашского народа, для патриотического воспитания нашей, в первую очередь, молодежи. Ну и во-вторых, я родился сам в деревне Тарханы, но Шумырлинского района. Для меня это тоже очень приятно. В-третьих, я живу на улице Кокеля, Чебоксара. Я думаю, что открытие этого памятника очень важно. Важно в первую очередь для сельчан. Я думаю, что еще у нас талантливые люди очень много. Чувашская земля богата талантливыми людьми. И вот это должно, вот это открытие памятника, музея подтолкнуть, чтобы они развивались, они стремились. И их, самое главное, находили для дальнейшего развития. Спасибо большое. В этот день природные силы дали нам добро, обмыв памятник небесным дождем. И поэтому вся наша делегация переместилась в актовый зал. Мы рады приветствовать вас на знаменательном событии в жизни нашего села, района, республики. Открытие памятника бюста первому чувашскому художнику с академическим образованием Алексею Афанасьевичу Кокелю. Алексей Афанасьевич Кокель – выдающийся живописец, виртуозный рисовальщик, педагог-теоретик, создавший свою педагогическую систему, учитель крупнейших мастеров изобразительного искусства первой половины XX века. Мы только что, несколько минут тому назад, открыли замечательный памятник замечательному человеку, выдающейся личности, нашему земляку Алексею Афанасьевичу Кокелю. Я скажу вам, когда мы ехали из Чебоксары, всю дорогу сопровождала нас дождливая погода. Когда мы открыли представителям общественности сегодня этот памятник, в это время, как бы на время, с божественной воли, прекратился дождик. Мы открыли светлому человеку памятник Алексею Афанасьевичу. Большое вам спасибо всем тархановцам, всем жителям Батырского района, всем
народом, проживающим в Чувашской республике, за то, что вы вырастили такого сына, такого замечательного человека. Это очень крупное событие для всех нас, лично для меня, как племянника, внучатого племянника художника Коколя, лично для всех наших родственников, для села Тарханы, для Батыровского района, может быть, и для всей Чувашии. Это открытие, установка и открытие бюста Коколю Алексею Афанасьевичу. Я думаю, кто-то возьмется еще за биографию епископа Германа. Найдется энтузиасты, которые возьмутся за это дело. Мне этого очень хочется. В другой раз, я думаю, вот бы поставить 2 бюста. Здесь из этого дома вышел такой художник, еще до революции окончил Императорскую академию художеств. И еще по церковной линии до епископа дошел. Это уникум, уникальное явление. Я считаю, что это редкостное такое явление. Бывает, что чтобы из одного дома такие замечательные, выдающиеся, умные, ученые. Светский человек Алексей Афанасьевич Кокель, духовный человек, святой человек Герман Кокель. Где это видно? В одной семье такие выдающиеся личности. Вы все тархановцы, все жители Тархан, Батыровой Чувашской республики, имеете право гордиться. Начиная с 2007 года в селе Тарханы проводится международный Кокелевский пленэр. Его координатором является профессор Владимир Александрович Васильев. Я сегодня хотел бы еще сказать о том, чтобы вы хорошо понимали, вот это сколько пленер 13, сколько картин всего, было нарисовано здесь. 150 художников, около 300 картин, которые здесь только оставили все это. 150 художников участвовали со всего по существу света и оставили, подарили картин. 300. Около 300. Около 300 картин. И они находятся здесь, они находятся в музее. На 10 миллионов рублей мы подарили картины бесплатно художественному музею Чувашской республики. Пленеры проводятся, это очень важно. Всероссийские знаковые мероприятия проводятся на Тарханской земле. Это очень важно. Я думаю, что это вот такой сегодня прекрасный памятник открыли в деревне. Я думаю, что такой же и памятник он должен быть и в Чебоксарах, должен быть в Национальном музее экспозиции Кокеля. Слова благодарности всем причастным. Вот талантливым скульптору Николаю Кондрашкину, он уже несколько скульптур на Чувашской земле сделал. Я думаю, что и будем и в Чебоксарах планировать. Я хочу сказать, что установление памятника Алексею Афанасьевичу Кокелю это не просто вот взяли, поставили. Нет, это новый уровень в развитии села Тарханы. Потому что если мы поставили памятник, значит село живет, значит школа есть, колхоз Хастар есть у нас, благодаря есть. Есть у нас такие замечательные люди другие есть. Таймавуш Лев Пантелеймонович Нахта, Эзербур Рижень. Когда Лев Пантелеймонович возводит памятник на свои деньги, многие думают, что он, наверное, где-то деньги получает. Я хочу сказать, Лев Пантелеймонович такой же пенсионер, как и я. Ну, может быть, пенсии чуть больше, но не настолько. И вот пенсионер, я еще раз подчеркиваю, пенсионер ставит памятник Тархану. Да. Сегодня действительно у нас прекрасный день, прекрасные события. Я очень благодарен Льву Пантелеймоновичу за его подарок.
нашему селу. Спасибо вам большое, Лев Пантелеймонович. Я искренне рад, что принимал участие в постановке этого памятника. Надеюсь, этот памятник около дома-музея Кокеля станет местом притяжения для туристов, и будут нас посещать туристы из разных регионов и разных местностей. Всем спасибо. Алексей Афанасьевич Кокель, Турхан Ялинжи Журалзаюсни, Менле Чаплы Ябала дезе Хамдаш Лазаларады. Ну, мой художник всем гундагильне, Азязим Беберлебер Пленер Земир Терне, в шаг Ялдырахне района, Адаландарза, Пыма, Питибузык, Эштезе Жуладым. Шаг памятнике ушнывал Пиди Чаплы события, Пирень район жин, Ял Ишшин, тогда Хамырын ажасым жіндезі жұтлашы небе. Пирин ажасым візім, пирин жіне бұқса адаланашы, пирин жіне бұқса юзышы. Я с детства очень любила рисовать, но мои рисунки получались не очень-то грамотными или, как сказать, небрежными. Когда я узнала, что в нашей школе есть художественная школа, я очень обрадовалась. И первым делом, что я сделала, это пошла к дверям этой художественной школы и через двери подглядывала. Мне было интересно, что же там происходит. Когда я увидела, какие прекрасные рисунки они рисуют, мне это очень вдохновило, и я пошла, и я написала заявление о приеме меня в эту школу. За годы учебы в этой школе я научилась многому. Образ Алексея Афанасьевича Кокеля вдохновлял и вдохновляет нас на дальнейшие успехи и в учебе, и в творческой работе. В Тарханах родился художник Кокель. Всю дипломную работу я посвятил Алексею Афанасьевичу Кокелю. То есть надо было открыть в Тарханах художественную школу, надо организовать музей имени Кокеля, и потом же, вроде бы теперь у нас и художественная школа была, и музей был уже готов. Теперь появился памятник Алексею Афанасьевичу Кокелю. Большое вам спасибо всем, кто участвовал, кто принимал участие в этой работе. Я, конечно, очень благодарен Льву Пантелеймоновичу. Он всегда, каким образом мы не обращались, всегда поддерживал нас. Провели здесь заседание ученого совета в стенах нашей школы. Это огромное мероприятие. Алексей Афанасьевич Кокель был не только великим художником, но он был и организатором высшего образования. Он был ректором, а случайных людей на должности ректора, тем более в Харькове, из Чувашской республики, не избирают. Он действительно, значит, отличался своим умом, своей интеллигентностью, своей порядочностью, и поэтому ученый совет его избрал ректором. Он был первым ректором, и какие слова говорили выступающие его друзья, аксакалы, его адрес. Я никогда эти моменты не забываю. В жизни надо всегда человека, который работает, надо уметь ценить. Этого человека надо возвышать, этого человека надо поднимать. Не надо жалеть добрых слов и добрых дел. При жизни надо это делать, а не потом, на том свете. Он слышит, этот человек, Кокель Алексей Афанасьевич, Герман нас слышит, но это нам хотелось бы, чтобы при жизни много бы делали. Они страдали. Они, я уверен, находятся рядом с святым Богом вместе в раю. Мы, родственники, рассмотрев все снимки автопортретов Алексея Афанасьевича, пришли к мнению, что автору-исполнителю Кондрашкину Николаю Григорьевичу удался образ Алексея Афанасьевича. В таком возрасте он последний раз приезжал в село, и таким он и запомнился в их памяти. Вот видите, у него немножко поворот налево, это он как будто бы на церковь смотрит.
Он не только как художник, живописец, как график. Это человек высшей категории, высшего, великого, большого слова. Я впервые услышал о том, что в Чувашии хотят сделать памятник для Кокеля не так давно. И за это ухватился уважаемый Лев Пантелеймонович Кураков. То, что он сегодня сделал, это пример в истории. Я больше чем уверен, что сегодня душа Алексея Афанасьевича смотрит на нас, радуется, что родились через много-много-много лет такие люди, которые решили учить на его подвиги, вспомнить о нем. Идите правильно по пути, по которому показывает вам Лев Пантелеймонович Кураков, не крича, ничего, спокойно вот устанавливая памятник. То, что Лев Пантелеймонович за это взялся, я ему говорю, может быть, прошло бы еще и 600 лет, и 700 лет, и никто, может быть, не подумал для него сделать памятник. Палестина вас любит, палестинский народ вас любит, и со мной связались и хотят с вами сделать, чтобы вы участвовали на международной конференции, которая связана с Палестиной. Я сам с ранних лет мечтал стать художником. Кокель мне был знаком, я был уже начитан. А как он получился, вы это увидели. Об этом будет говорить Чувашское культурное общество, вернее, в ближайшем будущем. Мы узнаем, насколько он получился, насколько нет. Но мне он нравится. Спасибо, Лев Пантелеймонович, что вы есть. Благодарственное письмо Государственной Думе, Госдумы. Лев Пантелеймонович, с удовольствием хочу вас вручить. За большой личный вклад в укрепление межнациональных отношений, дружбы и единства народов. Был целевой договор между ЧГУ и Стаханское сельское поселение. Благодаря этому у нас из сельского поселения, из Стаханской школы поступили 60 учеников. Это огромное количество. Огромная вам благодарность, Лев Пантелеймонович. Это огромный труд. Я хочу выразить вам огромное спасибо от имени тех родителей, от имени тех учителей. Огромное вам спасибо и всем присутствующим. Спасибо вам всем. Профессор Кокелин Щерживе, Шавла Тюнче, Турхан Шинджин, Эмер Пулансыва, Эмер Халах Азанче. Живет тут удивительный народ, способный веселиться и трудиться, который как святыня бережет жемчужины преданий и традиций. Ради вас у нас витати, счастья и добра бажайте, и здоров мы вам бажаем, пить веселье не спив, посылаем вам уклин. Я хочу выразить благодарность от имени всех родителей, дети которых закончили детскую художественную школу имени Кокеля. Все большое начинается с малого. Когда первый раз приехал Лев Пантелеймонович в нашу школу, мы даже не предполагали, даже не верили, что так может что-то случиться. Оказывается, если дело начать, то можно продлить это и увеличить в объеме, во всем. Я думаю, что тарханские люди
теперь никогда не забудут, что в их деревне родились и выросли такие замечательные люди. Очень большое спасибо всем тем, кто взялся за изготовление этого бюста. Вот. Я прежде всего думаю, Лев Пантелеймоновичу Куракову очень огромное большое спасибо. Он не забывает этого художника, он не забывает нашу родню, всегда поддерживает связь. Спасибо. Это вот щедрой души подарок селу Тарханы и родственникам. Это знаменательное действительно событие. Это дань глубокого уважения к жизни, памяти и деятельности Алексея Афанасьевича как организатора и первого ректора Харьковского художественного института, как профессора, как просветителя. Эти направления близки и родственны Льву Пантелеймоновичу. Это также признак уважения к Тарханской земле и жителям села. Этот поступок говорит о мудрости Льва Пантелеймоновича. Он видит и верит, что будущее Тархан очень хорошее. Бьют часы на старой башне, провожают день вчерашний и звонят колокола. Все это время Лев Пантелеймонович был в гуще событий. И вот как итог. Имя Алексея Афанасьевича вернулось в нашу республику. И он сам вернулся в виде бюста и установлен возле своего родного очага. Это первый бюст художников нашей республики. Это признание. Получается, это какой по счету памятник поставили сейчас в Тарханах? Я знаю, что есть еще один стоит вот на фотографии. Это вот в каком месте? Вот? Памятник это расположен в Харькове. Памятник выполнен учениками его. И ограждение отлито методом художественного литья из чугуна. Это первый памятник. Фактически второй его памятник это сейчас в Тарханах. И самое большое еще раз хочется выразить благодарность Льву Пантелеймоновичу. Это на свои деньги такое доброе дело и такой бюст установить, заказать, изготовить, установить, это может делать человек только широкой, доброй души и такой же большой интеллигент с большой буквы. Добрые слова говорит может не каждый человек. Добрые слова может говорить только доброй души человек. Вы же знаете людей, которые ревнуют, завидуют. Они не могут говорить, как будто они добрые слова сказали, так 1 000 000 рублей потеряли. Они ошибаются. Кто говорит добрые слова от всей души, от всего сердца, он никогда не проигрывает. Он выигрывает, у него прибавляются духовные миллионы, духовные миллиарды. Человек тот, который духовно богат, неизмеримо счастливее, чем все остальные. В этом успех нашей жизни, наше будущее. Спасибо вам за все это. Сказал да добивый тарах, тавра надо всавная лама. Киле машинде поламана жанатадаш, ай плату яд пхали хама.